Очереди процветают, сотрудники перерабатывают многофункциональный центр на Гагарина. В день 25 окон здесь принимает до 800 человек, а это, между прочим, больше одного посетителя в минуту. Из-за такой атмосферы вокзала Алена Варламова раньше и вовсе ездила в МФЦ на другой конец столицы. С этого дня центр открыт прямо возле ее дома. Женщина пришла подать документы на оформление земельного участка и стала первым посетителем. Раньше надо было ехать на Авангардную, чтобы зарегистрировать, например, свои права. Теперь мы можем здесь получить не только регистрацию своих прав, совершить куплю-продажу какую-то, получить справки, те же налоговая инспекция. Оценил в деле работы МФЦ сегодня и Рустам Миниханов. Здравствуйте. Проверьте, как там у меня налоговая. Много у меня долгов. Долгов у президента не оказалось, зато после приема у консультанта появилось поручение рассмотреть возможность открытия МФЦ в Салават-Купере. Микрорайон активно заселяется. 170 у нас окон, 23 сегодня здесь, как я понял. Но наша задача довести до 230. В центре больше сотни услуг. Самые популярные – кадастровый учет и регистрация права. В день здесь планируют принимать до 400 человек. Раньше надо было в паспортном столе стоять, большую очередь. А тут как бы взял талончик, пошел, сразу вызвали. Это очень удобное место расположения. Порядка часа точно я сэкономила. По счету это уже 51-й многофункциональный центр в республике и 5-й в Казани. Система «Единое окно» будет расширяться. Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.